Делают деньги на ровном месте. Те, кто привык наживаться за чужой счет, начали предлагать свои услуги в интернете. За 500 или 1000 рублей они готовы оформить заявление вместо вас. Для этого просят прислать свои данные, которые третьим лицам передаваться ни в коем случае не должны. Во-первых, это противозаконно. Во-вторых, вас потом может поджидать сюрприз вплоть до случайно оформленного кредита. Ну а что самое главное, отправить это заявление очень просто. И здесь не нужны посредники. Для этого вам потребуется максимум 5 минут, компьютер с выходом в интернет, паспорт и СНИЛС. Для начала необходимо в поисковике браузера, компьютера или телефона ввести госуслуги, перейти на сайт и зарегистрироваться. Необходимо заполнить персональные данные. Сразу после кликаем на кнопку «Зарегистрироваться». Далее на номер телефона или почты, в зависимости от того, что мы указали, придет код подтверждения. Его вбиваем в графу и сразу кликаем на вкладку «Продолжить». Далее необходимо установить пароль, который нужно запомнить. Его мы в последующем будем использовать для входа в личный кабинет. Потом нам нужно вбить паспортные данные и номер СНИЛСа. Далее кликаем на «Сохранить» и внимательно проверяем правильность введенных данных. И вот потом мы получаем упрощенную учетную запись. После проверки паспорта и СНИЛСа она получает статус «стандартная». Но для того, чтобы подать заявление и пользоваться всеми спектрами услуг портала, нам недостаточно стандартной учетной записи. Для этого нужно подтвердить личность через Сбербанк онлайн. Открываем приложение Сбербанк онлайн, переходим в раздел «Платежи-переводы», листаем вниз, нажимаем на вкладку «Регистрация на госуслугах». Далее «Подтвердить учетную запись». Далее появятся ваши данные и номер телефона. Кликайте на вкладку «Продолжить». После вам необходимо вбить номер вашего СНИЛСа и снова нажимаете на вкладку «Продолжить». После всех манипуляций вы получите подтвержденную учетную запись. Сразу после мы переходим на сайт Пенсионного фонда России, кликаем на вкладку «Личный кабинет», в правом верхнем углу нажимаем на «Вход». На открывшейся странице вводим данные нашей учетной записи госуслуг, которую мы создали ранее. Заходим. Открываем список сервисов, листаем вниз и в разделе «Мат капитала» наше заявление стоит первым. Кликаем. Выбираем территориальное отделение Пенсионного фонда, затем сохраняем. Второй раздел «Данные заявителя». Все пункты заполнены и нам необходимо установить статус заявителя. Третий раздел «Сведения о детях». Открываем и добавляем сведения о ребенке. В четвертом разделе необходимо ввести реквизиты банковского счета. После заполнения всех необходимых пунктов ставим галочку и кликаем на вкладку «Сформировать заявление». После этого система отобразит наше готовое электронное заявление. Обязательно перепроверьте внесенные вами данные и нажмите «Отправить заявление». Для подтверждения вы можете сохранить квитанцию. Статус можно отслеживать в истории обращений. После подачи заявления заявитель получит уведомление о принятом решении. После того, как он получит уведомление о принятом решении, в течение 3 рабочих дней он получит выплату. Точные сроки пока назвать сложно из-за наплыва заявителей. Ежемесячные выплаты, начиная с апреля, положены семьям, получившим или имеющим право получить материнский капитал, независимо от времени. Но не стоит забывать, 5000 рублей полагаются на каждого ребенка только в возрасте до 3 лет. Это очень важный момент, и даже 1 месяц играет большую роль. К примеру, если вашему ребенку 3 года исполняется в апреле, то вы также можете претендовать на выплату, но она будет только за 1 месяц. Если в мае, то за апрель и май. Если в июне, вы получите деньги сразу за все 3 месяца. Больше никаких требований нет. Президент России с этим предложением выступил в ходе обращения к населению в связи с распространением коронавируса. После уже вышел подписанный указ. Такая поддержка особенно важна для семей, где дети сейчас не посещают ясли или детский сад. Для родителей, которые находятся на больничном или в отпуске по уходу за ребенком. Что касается нашей новой меры поддержки, а именно выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, то поручаю правительству форсировать все организационные мероприятия, чтобы семьи начали получать эти выплаты не в июле, как планировалось, а на месяц раньше, уже в июне. Также прошу губернаторов ускорить передачу необходимой информации из региональных ЗАГСов в налоговые службы. Коллеги, это принципиально важно, чтобы начать выплаты. Независимо от того, сколько детей в семье, заявление подается одним электронным экземпляром. Надо лишь воспользоваться функцией «Добавить ребенка». Расчетный счет, как и заявление, может оформить только владелец сертификата. Специалисты Пенсионного фонда отмечают, выплаты успеют получить все. Главное, не поддаваться панике.
Хочу обратить внимание, чтобы люди не торопились с подачей заявления. Заявление можно подать до 1 октября текущего года. То есть, если, например, человек подаст заявление с 1 июля 2020 года по 1 октября 2020 года, то он получит выплату за 3 месяца сразу. Социальная мера, которую назначил президент, безусловно, должна помочь жителям в период пандемии коронавируса. Воспользоваться этой альтернативой можно, не выходя из дома. Если вы хотите обратиться в пенсионный фонд лично, не забывайте, они принимают исключительно по предварительной записи. Поэтому прямо сейчас сядьте за компьютер, пересмотрите наш репортаж и начните оформлять заявление. Зелимхан Калоев, Магомед Шаухалов, Новости 24.